знаете, это такой вопрос, действительно, он такой, человеком заданный, который промыт российской пропагандой, Меджлис, тем более и Курултай, как бы, и я, как один из членов национального движения, никогда террористами не были. Мы все были в бытность мирного времени, были или бизнесменами, или врачами, или учителями. Чубаров вообще архивист, самая мирная профессия, что еще может быть там больше. Поэтому здесь все вынуждены быть тем, кем сейчас вот нас рисуют, не потому что мы по доброй воле все это делаем, а потому что жизнь нас заставила. У нас отняли родину. Если тот человек, который задал этот вопрос, татарин, даже если он казанский татарин, да, которому уже 500 лет вымывают мозги в Татарстане, вы сейчас, наверное, вот в Татарстане ощущаете, что вам уже говорят, что татарский язык должен быть факультативом, а не так, как вы диктуете. Вы уже сейчас это видите, и видите это 500 лет, когда крестили, еще со времен Ивана Грозного крестили вас, насильственно отдавали женщин в другие семьи, это все было. Это все было, и вот то, что сейчас происходит в Крыму, это все то, что Татарстан проходил за 500 лет. Я знаю все высшее руководство Татарстана, знаю того самого Бабая, которого вы называете Бабаем, очень так уважительно. И знаю, сколько усилий было сделано для того, чтобы у вас была своя конституция в Татарстане, своя честная конституция, у вас был свой президент. Но я даже тогда уже, когда находился еще в оккупированном Крыму, я уже понимал, что сам пост президентства, который сейчас в России уже везде упразднен, а сделаны какие-то главы республик, непонятно, а президент мол один, да, такой самодержский такой президент. Поэтому тот президент, который сейчас есть у татар Казани, его тоже сейчас, я так думаю, что именно не изложат в плане как бы самой структуры, а тоже назовут главой. И это тоже будет унижение, потому что у Татарстана есть своя конституция, в которой прописано вот все те основополагающие вещи, которые в конституции должны были быть. Я знаю, что Ментимир Шарыпович в свое время прописал и отстоял свою татарскую конституцию для казанских татар и тех татар, которые в Татарстане проживают. Поэтому ваш вопрос сейчас виден, и вашим вопросом видно определенное незнание, в том числе и собственных вещей, которые происходят у вас внутри Татарстана. Теперь по поводу Крыма. Я думаю, что у вас не будет никаких секретов от того, что Крым это все-таки крымско-татарская земля, это крымская земля, это наша земля, земля крымцев. И поэтому, когда мы устраиваем блокады или устраиваем энергетические блокады, и когда мы говорим именно про Крым, мы на это имеем полное право. Мы крымские татары, коренной народ Крыма. Поэтому, когда мы делаем что-то, делает это Меджлис или делает ли Мустафа Джемилев или Рифат Чубаров, он делает от лица народа, потому что именно к нам стекаются все нити через Меджлис, через те организации, которые в Крыму есть, через тех людей, которые есть в Крыму. Мы получали неоднократные сигналы о том, чтобы Украина начала возвращать Крым. Все эти 1,5 года пока бездействовали, пока ждали, что кто-то придет, постучится в дверь и вернет нам Крым и скажет, вот вам теперь крымским татарам как бы Крым, и вот вам государственный флаг, вот вам флаг автономии, давайте живите. Не будет этого, как и не будет в Татарстане этого никогда. Но есть казанский сценарий, это такой сабырлых терпения, да, и определенный день настанет, когда придет кто-то и освободит ваши дома. Есть свой казанский сценарий. Нам даже по этому казанскому сценарию пойти не дали в Крыму. Нам сразу ограничили все, и мы там стоим на уничтожение, крымские татары. Будильник, сами часы, потому как оттуда будут депортированы крымские татары, уже заведен. Он уже заведен, и уже тайминг пошел. То есть там ждет нас полная ассимиляция и полное уничтожение. Всех тех, кто будет сопротивляться этому, всех ждет или 101 километр, так называемый, да, это вот сюда, или будет ждать там тюрьма. Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегермеджи, Али Асанов, они уже сидят в тюрьме. Они сидят в тюрьме за собственную позицию. Здесь в Украине собственная позиция. Вы можете вот быть депутатом и не вставать на гимн Украины, можете говорить, что вам Россия не враг, и вас здесь никто за это не сажает на материковой части. Поэтому здесь то, что вы говорите сейчас, для меня очень так скажем, интересно в плане того, что вы не понимаете то, что происходит в Украине, и тем более не понимаете то, что в Крыму происходит. Своими действиями здесь, своими действиями то, что мы сделали блокаду, мы вернули в медийную плоскость Крым, мы вернули в татарскую плоскость Крым, мы показали,
Крыму всем крымским татарам и украинцам, проукраинским людям, всем тем показали, что идет настоящее движение на освобождение Крыма. А освобождение Крыма может быть только так, определенными действиями, в том числе и такими вот, может быть, жесткими в чем-то, но действия оправданными действиями, как энергоблокада. Если есть оккупант, захватил территорию, пусть он обеспечивает и жильем, и питанием, и медициной, и всем остальным. Почему мы должны торговать с тем государством, которое оккупировало нашу землю, и ведь держит сейчас в заложниках наших родственников, детей и близких? Поэтому здесь мне больше к вам вопрос. Что вы делаете, как татарин сейчас, там задавая такие вопросы? Вы должны быть с нами здесь вместе, и с нами вместе идти в Крым и освобождать Крым. А если вы еще тем более мусульманин, вы тем более должны быть с нами здесь. Мы вообще не делим людей ни на правых, ни на левых. Мы делим людей на... Сейчас на сегодняшний день украинец – это даже не национальность, это мироощущение. Это украинец, значит, тождественно свободный человек. Это человек, который борется за свободу. А не важно, чья она свобода. Она, самое главное, свобода. Свобода вероисповедания, свобода вероубеждений, мироощущений. Вообще свобода слова, вот, которую отняли сейчас у крымских журналистов и у российских, тем более у всех отняли по свободу слова. Вообще свободу передвижения скоро отнимут в России. Мы этими правами здесь обладаем, поэтому мы здесь за это будем бороться. Мы будем бороться и будем освобождать Крым. Поэтому для меня даже непонятен вопрос, ультраправые это или ультралевые. Это люди, которые чувствуют себя так же, как чувствуем себя мы. Все. Для нас они патриоты Украины. Да, вопрос очень такой, явно с намеком. Помните, как Черчилль сказал? Да? Он сказал, что у Англии нет врагов и нет друзей, а есть партнеры. Да? Очень у многих почему-то складывается впечатление, что у крымских татар не может быть своей национальной политики. Почему-то складывается впечатление, что мы какие-то такие прямолинейные, что ли, или мы должны быть такие direct way, как англичане говорят. Нет. У нас должна быть своя политика. И некоторые вещи, которые, казалось бы, должны быть вот такими, да, на самом деле они такими не являются. Поэтому говорить о том, что Порошенко олигарх, что в этом плохого в том, что олигарх? Другое дело то, что мы пока не можем показать и продемонстрировать другого президента, то почему нет? Те люди, которые задают этот вопрос, почему, если они именно проживали на Украине, пожалуйста, пусть баллотируются. И здесь я не вижу проблем. Вы с другой стороны мне скажите, этот президент, который, как вы говорите, олигарх или там что-то делает такое, он самое главное делает, он нам не вертикально выстраивает систему, по которой мы все должны только блеять в унисон. Мы можем критиковать Порошенко с утра до вечера, и нам за это ничего не будет. Вы попробуйте покритикуйте Путина в России, попробуйте что-нибудь крикнуть или выйти с одним плакатом в России, вы увидите, почему разница есть между этими двумя президентами. С одной стороны есть президент страны, который выбрал народ на честных выборах, а с другой стороны есть диктатор. Все. Есть самодержец, который убивает украинцев. И вы это никогда не забывайте и всегда это помните. И убивает мусульман, как убивает мусульман в Сирии.